Еще раз добрый день. Благодарю всех присутствующих, экспертов и приглашенных гостей. Спасибо, Наталья Александровна, что представили. Но на самом деле вот это ведь все условно, имена, фамилии. На самом деле вот, написано спикер, Гуляева Сергея Дахировна. На самом деле работала рабочая группа. Хотелось бы в первую очередь сказать, что вот данный проект был инициализирован профессорско-преподавательским составом в области исторических наук. Очень ценный по своей тематике. Мы когда занимались именно процессом передачи дел уже накопленных материалов каких-то с Центром наших информационных технологий, тактично, естественно, было сказано, пожалуйста, очень важная информация, очень важный посыл, и сам по себе проект социально ориентированный. Мы пообещали, что мы с честью и достоинством его реализуем, как сможем. Вот. В целом проект посвящен обобщению всех сведений, материалов, документов, и архивных, и те, которые присылают родственники погибших, участников Великой Отечественной войны, участников каких-то боевых действий. Это обобщение всего с целью создать такую единую информационную базу, электронную, и дальше как-то вот накапливать тот опыт. Это и просветительская деятельность, воспитание подрастающего поколения. Это и в целом затрагивание сразу нескольких вопросов. Часть из них, естественно, в рамках вот, предыдущих докладов были озвучены, различные направления деятельности в части социального развития региона. Поэтому хотелось бы сделать акцент на том, что вот была проделана очень серьезная работа в части анализа предметной области. Студенты Института точных наук и информационных технологий, как представители такой активной позиции среди молодежи, сразу взяли за этот проект, и тематика показалась им интересной, и сразу же они произвели такой анализ того, что уже есть в виртуальной среде, в виртуальном пространстве. Я скриншоты некоторых представила, то есть много всего интересного создавалось, накапливалось. Здесь представлены скриншоты абсолютно разных решений, разных виртуальных программных продуктов, различных областей и регионов. И, соответственно, вот у нас в 90-е годы, в начале 90-х был в каком-то виде виртуальный ресурс, нужно было его перезапустить уже с использованием современных технологий информационных. Появились определенные сведения и потребности вообще в данном ресурсе, поэтому были ознакомлены мы также и с той областью работ, которая уже была проделана до нас. Были, соответственно, выпущены книги, несколько томов, их серия. Они изначально были только в печатном виде, и только потом, начиная, получается, с 11-го тома, появились тома, которые можно было как-то оцифровывать. Естественно, в электронном виде они были, но не вошли в тот ресурс, который уже существовал. Нужно было создать что-то динамичное, что-то, что приятно глазу и удобно пользователю, и для того, чтобы можно было создать, если так можно выразиться, катализатор для взаимодействия вот, родственников и всех тех, кого объединяет данная тематика, с администрацией данного проекта для того, чтобы выполнять сведения именно по нашему региону. Какие-то уже сведения были известны до нас, была проделана определенная работа, все эти сведения подсчитывались вручную всеми теми, кто ввел эти базы данных. Они периодически созванивались с родственниками, друзьями всех тех, кто участвовал в каких-то военных действиях в рамках Великой Отечественной войны, войны с Японией. И, соответственно, вот мы решили
включить в связи с этим в перечень всех мероприятий в рамках проекта разработку модуля, который вел бы учет статистики по всем сведениям, которые накапливаются в нашей базе. Особый, наверное, тут интерес вызывает пункт 3, подчеркну его лишний раз, это взаимодействие со сторонними ресурсами федерального уровня, потому что бывают моменты, когда какие-то сведения, важные документы, архивы именно на федеральном уровне есть, но, к сожалению, вот у нас в базе они отсутствовали, это буквально единичный случай, но она такая сама по себе универсальная, и там вот это, наверное, одно из преимуществ данного сайта, одного из тех ресурсов, которые были рассмотрены, проанализированы, очень расширенная возможность поиска по максимально возможным категориям информации в любых разрезах, поэтому одной из задач стояла возможность интеграции с федеральными сайтами. Сам проект был, трансформация вот этого проекта началась летом этого года, 17-го, и планируется к сдаче 20 числа декабря официально, но при этом, естественно, скажем, ведутся какие-то мелкие, на сегодняшний день, доработки по функционалу, по удобности, по мобильности сайта. Я не просто так указала в шапке слайда электронный адрес сайта, вы можете зайти на него прямо сейчас, он построен под любые устройства, и под мобильные